Каждый год в эти дни в Южной Осетии вспоминают события 2008 года. Торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии объединяет жителей республики. По традиции траурную церемонию возложения цветов к мемориалу открыл глава государства. Отдать дань памяти защитникам Отечества пришли сотни людей. В эти дни соединяются боль понесенных потерь и память о мужестве, проявленном защитниками Цхинвала и российскими солдатами, отметил в своем выступлении Алан Гаглуев. Несколько суток шли тяжелейшие бои, но защитники Цхинвала не дали грузинским войскам закрепиться в городе. Осетинские бойцы и российские миротворцы удерживали позиции до подхода сил 58-й армии. Трудно представить, с какой надеждой и верой ждали в Цхинвале российскую армию. Люди, увидев танки под российскими флагами, идущие по Цхинвалу, знали, что пришло спасение. Южная Осетия будет жить. Уже на второй день повсеместно появились надписи «Спасибо, Россия». Люди хотели высказать свою благодарность России, которая спасла наш народ. Каждый в Южной Осетии знает, сколь дорогой ценой досталась победа. Южная Осетия будет помнить каждого. И пока будет жить наш народ, будут цветы у памятников защитникам Цхинвала и российским воинам, погибшим в боях за Цхинвал. Присутствующие почтили память минутой молчания погибших в войне 2008 года. Мемориальный комплекс – это память боевого собратства, отметил президент. И сегодня остинские и российские воины плечом к плечу идут в бой во имя правды и справедливости. Сегодня остинские воины плечом к плечу с братьями по оружию идут в бой за Россию. Пример героев войны 2008 года вдохновляет остинских бойцов на подвиги, призывает идти только вперед, сражаясь за Россию, как за свою родину. Южная Осетия гордится отвагой наших героических защитников Отечества. Верим в них и ждем их с победой. Олкамандария Кодетадер Вазоу Хобартима Боствоем Бойденч. Олкамандария Шастатл Бирашу Дарвазо Коттаджита. Оваем Бойде. Фала Хашчунистам Шамай Хошубун Такуду Канам. نکست تنسا من بارن کنم آبونه من فیتم این ناستم گست کجه فسیوت در مبنتون روزون سوالت در کیس اما بیتون گاختی قطب نیستو دقو مقدو کنم کنات دکاخات فرشتستم یول در بشارم بون تبیرم اما یخواد در کر قدو کتم دو رخ صبت. Заместитель председателя парламента Республики Северная Осетия Алания Асланбек Гутнов, прибывший в Цхинвал для участия в траурных мероприятиях, отметил, что народ Осетии всегда будет помнить героический подвиг достойнейших сынов Осетии и России. Мы должны сохранить эту память и передать тому поколению уже выросших детей, которые, к счастью, не застали эти кошмарные дни этой кровавой страшной войны. Уже выросло целое поколение, и оно должно знать, какой ценой дается свобода, жизнь и независимость. И остинский народ с доблестью пережил страшные дни этой кровавой войны, испытания огнем, испытание подлостью. И сегодня народ государства Алания, наш остинский народ, с уверенностью смотрит в завтрашний день и строит мирное будущее для своих детей.
траурном митинге выступил отец российского военнослужащего Алексея Иванова. Родители бойца приезжают в Цхинвал каждый год, разделяя свою скорбь с народом Южной Осетии. Огромная благодарность вам всем за то, что вы помните о наших ребятах. Лично президенту за приглашение. Но я думаю, что нам не стоит расслабляться, потому что вы все видите, знаете, враг не спит. Надо наше поколение молодое воспитывать, чтобы оно было крепкое, здоровое, патриотическое. И чтобы всегда был мир дома. Спасибо. У мемориала защитникам Отечества собрались представители молодежи. От их имени выступил председатель студенческого совета Госуниверситета Алан Кабулов. Мы помним не только страдания и потери, но и мужество и единение всего народа во имя мирного и светлого сегодняшнего дня. Вспоминая те дни, студенчество Осетии скорбит и стремится сохранить память. Мы понимаем, что важно не только помнить о трагедиях прошлого, но и делать все от нас зависящее, чтобы подобное не повторилось. Свидетельством этому служат наши ребята, которые защищают мир на земле Донбасса в специальной военной операции. Среди них студенты и выпускники Юго-Осетинского государственного университета. Сегодня, когда мы собрались, чтобы вспомнить события августа 2008 года, мы собрались с уверенностью в светлом будущем, полном понимания, взаимопомощи и созидания. Нам необходимо объединиться против недруга, отметил известный военный политический эксперт Ян Гаген, участник боевых действий августа 2008 года. У этих обоих военных компаний у них один заказчик, один организатор, это Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу. Они выгодоприобретатели этих обеих войн. И на тех фотографиях будет это ясно понятно, что и оружие одно и то же, и исполнители одни и те же. И здесь было много иностранных и наемников, и иностранных специалистов. И на СВО точно так же на Донбассе очень много иностранного оружия, иностранных специалистов. Американцы в свое время купили грузинское правительство, а сейчас они купили украинское правительство и Украину как инструмент. И расходуют их точно так же, как это было здесь в 2008 году. Знаете, город очень изменился, и город, и республика. Стоит отметить то, что мы когда входили в Цхинвал, город горел, город был частично разрушен, и, конечно, было страшно. Но сейчас я вижу, город восстановлен, и красивый город, замечательный город. Самое главное, что в городе есть дети. Мы остановились в гостинице «Эрастон», и на площади есть фонтан. И мне очень понравилось то, что в этом фонтане сегодня днем играли дети. Они радуются жизни. И самое главное, что в городе много-много детей. И самое главное, что это дети, которые, слава богу, не знают этой войны. И хотелось бы, чтобы они никогда не знали, что это такое. Нам нужно быть всем вместе, нам нужно быть сильными. И самое главное, нам надо понимать, что за нами правда. За нами правда и с нами Бог. У мемориального комплекса также была открыта фотовыставка, посвященная событиям 16-летней давности. Эдуард Богиев – участник августовской войны. Он был серьезно ранен в ногу. В 2008-м Эдуард потерял супругу. На траурном мероприятии был продемонстрирован документальный фильм. Саакашвили своей командой получил негласное добро от Запада в лице Соединенных Штатов Америки. По мере поддержки Запада команды Саакашвили у него создалась какая-то иллюзия, что ему все дозволено. В торжественно-траурном мероприятии приняли участие оркестр народных инструментов «Айзал» и народный артист Южной Осетии Вано Бекоев.
Эльвира Тибилова, Ринат Медоев, Сарман Кузитаев. Информационный выпуск сегодня.